Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 880.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.256 tank, 21.304 kendaraan tempur lapis baja, 39.512 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.087 sistem artileri, 1.306 sistem roket peluncur ganda, 1.094 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 27.849 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi serta kelompok tenaga kerja, personel, dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 bom berpemandu udara jam buatan Amerika Serikat dan 93 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 656 pesawat, 283 helikopter, 45.267 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 21.977 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.523 kendaraan tempur MLRS, 22.224 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.432 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск, Донецкой Народной Республики, Шейковка и Каменка, Харьковской области. Потери противника составили до 255 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 4 механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Шевченко, Плещеевки, Северска, Константиновки, Серебрянки, Краматорска. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты ВСУ и 2 бригад Нацгвардии в районах Димитрова, Новопавловки, Андреевки, Удачного, Елизаветовки, Красноармейска и Успеновки. Противник потерял до 595 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 5 пикапов. Уничтожены 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Отрадного, Комара, Привольного и Гуляйполя. Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике, механизированной горно-штурмовой бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Садовая, Михайловка и Малые Щербаки. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, 2 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.